Добрый вечер, дорогие друзья. На НТВ Плюс матч итальянской серии А в Милане на стадионе Джузеппе Меацци. Интер принимает гостей из Вероны, команду Киево. Великолепный весенний, что важно, день в Милане. Довольно много болельщиков на стадионе. Болельщики Интер, несмотря на то, что прошлая неделя была ужасной для Неродзури, команда фактически сразу вылетела из двух турниров, проиграв 2-5 Шальке. Интер лишился фактически шансов на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. Ну и поражение недельной давности от Милана 0-3 фактически поставил крест на надеждах Неродзури выиграть в этом году чемпионат Италии в 6-й раз подряд, стать чемпионом страны и таким образом побить рекорд. Но, тем не менее, болельщики на Интер идут, болельщики идут поддержать любимую команду. Сегодня Интеру поддержка будет нужна. Решающие матчи остались в чемпионате. Возможно, Интер еще сумеет турнирную таблицу для себя поправить. Сейчас Интер на 3-м месте. У команды 60 очков. 5 очков отставания от Милана. 7 туров впереди. 7 матчей, включая сегодняшний. Но, тем не менее, как многие предполагают, эти 7 матчей плюс встреча в Лиге Чемпионов и также встреча на Кубок Италии станут решающими не для перспектив Интера в этом году, а для перспектив тренера Леонардо уже на следующий сезон. И мы посмотрим, насколько эти самые футболисты хотят и сделают все для того, чтобы Леонардо остался в команде на следующий сезон. Для вас матч на НТВ Плюс сегодня комментирует Нобель Арустамян. Команды появляются на поле, и сейчас я вам расскажу о стартовых составах. Начнем с хозяев, с команды Интер. В воротах Жулио Сезар, номер 1 по традиции, голкипер Интера. Далее оборона, 4 защитника. Справа играет Майкон, 13-й. Слева Нагатома, номер 55-й. 2 центральных защитника. 15-й Андреа Ранокья и 6-й, наконец-таки, Лусио возвращается в состав миланского Интера. Да, так получилось, что на оба важнейших матча Лусио был дисквалифицирован. И на матче Лиги Чемпионов против Шальке, первую встречу, и на матч против Милана в дерби итальянском. Поэтому Интер так ужасно играл в обороне. Помним, как Интер за 2 матча пропустил 8 мячей, как ужасно играла связка Киву Ранокки. Вот сегодня Лусио возвращается, и связка Лусио Ранокки. Далее полузащита миланского Интера. Опорный хавбек Эстебан Камбьясо, номер 19-й. Рядом с ним располагаются Деян Станкович, номер 5. Он оправился от травмы, полученной в матче с Шальке. И капитан Интера Хавьер Дзанетти, номер 4. Он сегодня, естественно, в стартовом составе. Под нападающими сегодня действует, внимание, номер 14 Харджа. Уэсли Снайдер остался на скамейке запасных. У него тоже было микроповреждение после игры с Шальки. Даже ходили разговоры, что он и вовсе может не попасть в заявку на эту игру. Но, как видим, Уэсли Снайдер на скамейке запасных. Группа атаки Интера: Самуэль Этоо, номер 9, и номер 7 Джанпаоло Пацини. Вот такая атака у Интера. Как видим, Леонардо, даже несмотря на то, что Милито забил гол в матче Лиги Чемпионов, все равно оставил аргентинца на скамейке запасных, предпочтя выставить в стартовом составе итальянца Джанпаоло Пацини. Стефано Пьоли, тренер Киево. Вот он на ваших экранах. Готовится к матчу. Видимо, будет серьезной игрой командой руководить. Ну и каких футболистов он выставил на сегодняшнюю игру. Итак, состав Киево. Номер 28, голкипер Соррентино. Далее оборона Киево. Здесь 4 защитника. Сардо под номером 20 играет справа. Под номером 13 Йокич играет слева. 2 центральных защитника. Андреолли 3 и 5 Манделли. Сейчас некоторые у нас проблемы есть с картинкой из Италии. Надеюсь, скоро они наладятся. А пока вам продолжу называть стартовый состав команды Киева. Опорный хавбек номер 16 Ригони. Фланги: справа действует Фернандес, номер 6, и номер 23 Констант. Под нападающими Больячини, 26, и 2 форварда: Москарделли, 80, и 31 Сержио Пелисьер.
Ну, Серджио Пелисьер, наверное, одна из самых ярких фигур в составе Киева. Ну что ж, матч начался. Интер в своей традиционной черно-синей форме. Сейчас передача в штрафную. Японец Нагатомо бьет в аут. Ну а Киеву играет в гостевой форме. Летающие ослы, как их называют в Италии, сегодня прилетели в Милан наверняка за очками, потому что я много говорил о турнирном положении Интера перед стартовым свистком. Безусловно, для Интера еще есть надежда побороться за Скудетто, хотя это будет сделать непросто. У Киева другие, естественно, задачи. Киеву сейчас находится в середине турнирной таблицы, у команды 13 место. И вроде бы тура 2 назад казалось, что Киеву уверенно будет играть в середине таблицы и уже фактически обезопасил себя от борьбы за выживание. Но так случилось, что многие аутсайдеры стали очки набирать, и теперь Киеву отделяет лишь 6 очков от зоны вылета. Поэтому наверняка команде Пиоли необходимо, чтобы обезопасить себя от этой самой борьбы за выживание в последних турах, набрать несколько очков в ближайших 2-3 встречах для того, чтобы спокойно сезон завершать. Посмотрим, удастся ли это Киеву сделать в Милане. Думаю, что шансы у Киева будут. Интер, пусть весьма мобилизован для того, чтобы наконец-таки выиграть матч чемпионата Италии и доказать всем, что команда в порядке. Но, тем не менее, проблемы психологические у Интера очевидно, что существуют. Я уже не говорю о проблемах, которые есть в игре. Харджа, вот он с мячом, пас в центр на Самуэля Этоо. Этоо получает по ногам, это фол. Нарушение правил. Главный арбитр матча сегодня игру обслуживает Андреа Джанокарро. Фиксирует нарушение правил. И будет ли желтая карточка? Думаю, что вряд ли. Это мы видим технику Лусио. Его не хватало в 2 предыдущих матчах. Об этом я уже говорил. Самуэль Этоо тем временем пробирается к воротам соперника. В корпус сыграли против камерунца. Андреа Ранокья грамотно действует на втором этаже. А это уже нарушение правил на Дэяне Станковиче. Помним мы, конечно, чудо-гол Дэяна в матче против Шальке. Сумасшедший просто удар с центра поля. Напомню, именно после замены Станковича игра Интера в матче против Шальке окончательно разладилась. Йокич ставит корпус и провожает мяч за пределы поля. А это момент с участием Этоо. Леонардо с первых минут себя активно ведет у кромки поля. Вообще ему свойственно, как в свои игротские годы, буквально бегать по всему флангу. Правда, теперь у него немножко ограниченное пространство. Но, тем не менее, думаю, что калорий довольно много он теряет по ходу матча своей команды. Андреа Ранокья, пас назад на Жюлио Сезара. Майкон. Хороший пас по правому флангу. Дзанетти обыгрывает соперника в штрафной. А вот пас на это не получился. Да и сам камерунец не самую удачную позицию выбрал для того, чтобы получить мяч от партнера. Фернандес. Теряет мяч футболиста Киева. Это Харджа. Сложная была передача. Я попытался исполнить Харджа, но
пока Харджа не способен такие передачи делать в миланском Интере. Андрей Ранокья, помним мы его безобразную игру в Лиге чемпионов. Очень много критиковали Андрея после матча. Хотя итальянцы прекрасно понимают, что Ранокья — это одна из главных надежд итальянского футбола. И, кстати говоря, связывали не только плохую игру Ранокья непосредственно с его действиями в обороне, но и то, что он играл в связке с Киву. И многие считают, что именно по этой причине Интер пропустил 5 мячей. Сам Ранокья сыграл так плохо, потому что когда Ранокья играет в связке с Лусио, получается у него получше. Ну, понятно, что Киеву это не Шальке и не Милан. Понятно, что Интер будет сегодня чаще атаковать, нежели обороняться, но все равно понаблюдаем за связкой Лусио Ранокья внимательно. Сейчас рискованно сыграл Жулио Сезар, пас до Лусио дошел. Дзанетти снова проходит соперника. Это можно пробить. Удар по воротам. На месте Соррентино. Ну и на месте Массимо Моратти, на своем почетном месте президента миланского Интера. Сейчас для Массимо Моратти наступают непростые времена. Снова ему приходится принимать важные решения, а это непонятное, опять-таки, решение Самуэля Этоо. Буквально как... это Самуэль Этоо проявил признаки фейерплей. Я думал, что он такой пас сделал на японца Нагатома, а это, оказывается, увидел Этоо, лежащего на газоне Пелисьера. Ну и Серджио поднимается. Игру он продолжит. Нагатома. Станкович снова на газоне. Хаджа, Станкович. Пацини, нет офсайда. Не было положения вне игры у Джанпаоло Пацини. Интер потихонечку забирает мяч, забирает преимущество. Правда, я думаю, что Киев особо-то и не против. Констант, пас направо. Хорошая передача. Сардо в штрафную площадь. Снова Сардо. Пытается он подать. А эта передача на Пацини. Да, действительно, не было положения вне игры у Джанпаоло. Харджа чисто играет. На правом фланге с мячом Майкон. Но неудачный навес Майкона. Вот так вот, возвращаясь к Массимо Моратти, к его возможным решениям, они должны быть обязательно, потому что сейчас об Интере очень много говорится. И после матча с Шальке, и особенно после игры с Миланом, болельщики требуют того, чтобы Моратти внес серьезные изменения в Интер. Ну, летом они будут в любом случае, потому что понятно, что Интеру необходима серьезная смена состава. И это было очевидно по ходу этого сезона. Не зря Массимо Моратти зимой приобрел сразу несколько футболистов. И трое из них — Харджа, Пацини и Ранокья — фактически игроки стартового состава. Но я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. И летом Интер будет одним из главных игроков на трансферном рынке. Ну и, конечно, сейчас многих волнует то, как Интер и сам Моратти будет решать вопрос с главным тренером. Пока Леонардо тренер, и, как заявил Массимо, кредит доверия у Леонардо есть. Хотя сам Леонардо довольно любопытно высказался, что, мол, будь я президентом Интера, я бы давно отправил в отставку тренера команды. Но, наверное,
Леонардо должен был верить Богу, что не он президент команды, а Массимо Моратти. Хавьер Дзанетти на газоне. Разминается Монтовани. Опорный хавбек. Возможно, Пьоли сделает замену. Хотя пока, конечно, рановато. 0-0, да, у Интера есть преимущество, но оно не выливается ни в голевые моменты, ни, естественно, в забитые мячи. Москарделли. Эстебан Камбьяс наступил ему на ногу. Штрафной удар. Бульячино будет исполнять стандартное положение. Но это неплохая возможность для Киева. Пусть футболистов Интера в штрафной в 2 раза больше, нежели веронцев, но подача следует не самая удачная, и Жулио Сезар действует грамотно на выходе. Майко. Фактически просто отдал мяч Майкон сейчас сопернику. Харджа вступает в прессинг. Сардо. Констант. Снова Сардо. Можно играть, не было нарушения правил. Интересно, у Фернандеса футболка так порвана. Или такой фасон майки. Довольно любопытно. Хавьер Дзанетти самый активный сегодня в составе миланского Интера. На правом фланге получает он удар по ногам. Однако судья показывает, что матч можно продолжать. Мяч у Интера. Камбьясо. Харджа. Снова пас не проходит на Майкона. Сложно следить за игрой, которая на дальнем от нас фланге происходит. Хотя, с другой стороны, хотя бы приятно смотреть на эту картинку, на солнечный Милан. Лусио. Ошибается Лусио. Но и футболисты Киева дарят мяч Нерадзурри. Станкович. Перевод направо. Майкон. Дзанетти. Нагатома. Нагатома подхватывает мяч в штрафной площади. Японец. Прострел. Опасный момент. Это не замыкает передачу. Да, кстати, не досчитался. 4 футболиста сегодня в стартовом составе Интера, которые перебрались в команду зимой. Харджа, Пацини, Ранок и Нагатома. Про японца мы забыли, а ведь он тоже перебрался в Интер лишь в январе. Самуэль Этоо страдает, что-то у него с ногой. Мы еще раз смотрим, как здесь хитро сыграли Пацини и Нагатома. Японец все делал правильно, и прострел был хороший. На дальней штанге просто никого не было. Ну а так все было достаточно технично. По-настоящему первый голевой момент в матче. На 15-й минуте игры. Лусио.
Джулио Сезар. Нагатомо. Рискованно играют сейчас футболисты Интера. И в конце концов мяч потерян. Ну, правда, ненадолго. Майкон на правом фланге набирает скорость, бразилец. Хороший пас. Пацини. Удар. Гонит. Джанпаоло Пацини. Джанпаоло Пацини упускает 100% момент. И ведь Леонардо уже без пиджака. Не было офсайда. Классно сыграл Пацини. Конечно, растет в Италии форвард топ уровня. Очень грамотно он уходит от офсайда. Все время находится на одной линии с защитниками. И вот по этой манере игры чем напоминает Филиппо Инзаги. Умением избегать положения вне игры. Но сейчас Пацини все сделал правильно, за исключением последнего решающего удара. Майкон. Ну, Кьево уже просто отбивается. Просто отбивается команда Пьоли. Лусио. Камбьясо. Хорошая трехходовка. Дзанетти успеет ли к мячу? Нет. Не успевает. Тут вряд ли можно пенять на Дзанетти. Скорее, пас был неудачный. Ранокья. Это нарушение правил. Сфалили на Самуэле Этоо. И еще одно нарушение правил. И на этот раз уже терпение арбитра не выдержала, хотя нет. Вызывает удивление у Массимо Моратти, у полевых футболистов. Решение арбитра Джанокаро не показывать желтую карточку Сардо. Он буквально в течение минуты дважды ударил по ногам Самуэля Этоо. Вообще у Этоо сложные отношения с футболистами Кьево. Наверное, многие болельщики Интера помнят историю первого круга, первого матча этих команд в Вероне, когда Интер проиграл, кстати говоря, Кьево. Тогда еще тренером был Рафаэль Бенитес. Так вот, тогда, сейчас удар Станкович попадает в защитников ДН. Так вот, тогда был конфликт у Самуэля Этоо с Боштианом Цезарем, игроком сборной Словении, который сегодня в запасе находится. Поэтому не исключено, что продолжение этой стычки последует в игре на Сан-Сиро. Ну так вот, тогда в первом круге Самуэль Этоо ударил Боштиана Цезаря, и после матча уже Федерация футбола Италии приняла решение дисквалифицировать Самуэля Этоо на 3 матча. Поэтому у Этоо с Цезарем, да и вообще с Цезарем и вообще с Кьево довольно натянутые отношения. Кстати говоря, Этоо — это не единственный случай такой многоматчевой дисквалификации на Интера в этом году. Наверняка многие помнят еще эпизод с Кристианом Киву, когда тот ударил также после свистка футболиста Барри, и тогда Кристиан Киво также был дисквалифицирован на 3 матча. Ну, наконец-таки желтая карточка. Дженнаро Сардо ее абсолютно заслужил. Получает правозащитник Кьево предупреждение. Ну и сам Джанокаро будто бы успокаивает и футболистов Интера, и трибуны миланские. Ну, действительно, Сардо 3-й раз подряд фалит на одном и том же футболисте, причем фалит довольно грубо. Станкович. Перевод на правый фланг. Хорошая передача. Майкон набирает скорость. Перед ним есть свободное пространство. Штрафной. Майкон.
Неудачная подача бразильца. Посмотрим мы за атакой Киева. Сейчас Констант. Сложная ситуация у него. И она заканчивается потерей мяча. Пацини. Можно играть. Можно играть. Не было нарушения правил. Перевод на правый фланг. И Серджио Пелисьер не успевает. Да, пока Киеву, как об атакующей команде, сложно судить. Считанное количество раз Киева атаковал. Но, с другой стороны, мы знаем, что в принципе для победы иногда в матче нужна лишь одна уверенная атака, один укол. И тогда можно будет уже говорить о том, что план на игру выполнен. Майкон все чаще и чаще загружает его передачами. Бразилец этому только рад. Лусио. Нагатома. Пока Нагатома менее активно, нежели его партнер справа. Пацини борьбу выиграл, но мяч неудачно сбросил. Половина первого тайма позади. Ну что ж, Интер Киеву ничья 0-0. Пока вполне закономерный результат. Понятно, что у Интера больше моментов. Интер чаще владеет мячом и чаще атакует. Но, наверное, только один момент можно вспомнить. По-настоящему голевой у ворот Соррентино, голкипера Киева. Констант на правом фланге. Сардо. Сардо обыграл Станковича. Подача на дальнюю штангу. Но здесь Москарделли не успевает мячом. А ведь прав арбитр. Станкович сам упал. Занетти. Нагатома. Буквально просит Леонардо Нагатома пойти вперед. Но вот передача от этого была неудачна. Вообще часто очень футболисты Интера теряют мяч в довольно простых ситуациях. Пацини сейчас хитро пропускал мяч на Станковича, но защитник Киева ситуацию прочитал. Констант. Болиачино. На правый фланг Сардо. Болиачино. И нарушение правил. Только сказал о том, что у Киева мало что получается в атаке. Наверное, минуте на 20-й эти слова произнес. Как вот последние минутки 3-4 футболисты Киева так потихонечку, но эту тенденцию переламывают. Все чаще и чаще мяч контролируют и уже не боятся даже атаковать. Так, штрафной удар. Так, штрафной удар. Можно и пробить. Москарделли
наверное, это и сделает. Стенка из 3 человек, причем один из них футболист Киева. Москарделли. Удар. Выше ворот. Но зато хотя бы в статистике удар будет отображен. Москарделли неплохо сейчас сыграл. Сложный мяч обработал. Сам идет вперед. Справа открывается Фернандес. А последует на Пелисьера. И снова на подхвате первые футболисты Киева. Фернандес. Можно подавать. Или прострел такой. Пелисьер неплохо мяч поймал. Правда, не положил корпус для удара. Но в любом случае, возможность для удара Пелисьер нашел. Москарделли. Неточная передача. Раноке. Камбьясо. Перевод на правый фланг. Майкон набирает скорость. Не с кем отыграться. Вот сейчас Занетти. Передача назад. Харджа. И снова Харджа. Немножко теряется он в команде. Это, по-моему, видно невооруженным глазом. А тем временем в атаке Киева. Удар по воротам. Ну вот, наконец-то, удар уже в створ ворот. И Жюлио Сезар вступает в игру. Больячино нашел возможность пробить. Пусть удар был не сильным, но то, что он был в створ ворот, это уже хорошо. Самуэль Этоо на газоне камерунец. Что с ним случилось? Очередное неприятное столкновение с Константом. И какое решение примет арбитр? По всей видимости, фола здесь не было. Да ведь как неприятно. Действительно, фола не было, нарушение правил не случилось. Но вот Констант не специально, но наступил прямо на голеностоп Самуэля Этоо. И прекрасно, наверное, понимаемые болевые ощущения камерунца. Ну и нам все чаще и чаще показывают Массимо Моратти, президента и владельца миланского Интера. Вряд ли по ходу этой игры он сможет сделать серьезные выводы о будущем Леонардо в команде. Но, тем не менее, понятно, что здесь вопросы к Моратти возникают. Самуэль Этоо готов матч продолжить. Все с ним в порядке, это радует. Самуэль Этоо великолепный футбол показывает моментами в Интере. Ну, не то, что моментами, наверное, лучший футболист Интера в этом сезоне. И во многом игра в атаке Нейрадзури зависит именно от этого футболиста. Если Этоо в порядке, если он играет с настроением, то, конечно, намного легче Интеру действовать впереди. Йокич. Еще одно столкновение. Правда, здесь не совсем понятно, где умудрился Йокич получить повреждения. Вроде там даже толком не было столкновения двух футболистов. Нагатома, смотрите, где оказался. Справа в обороне. Ну и очередная пауза в игре. Не знаю, то ли футболисты устали, то ли... Просто стало
больше эпизодов, в которых игроки не чураются фалить. Но, тем не менее, игра разбилась на эпизоды. Очень много остановок, очень много пауз. Москарделли, ошибка, удар по воротам. Было видно, что мяч летит мимо ворот. Мог, наверное, Москарделли и в пас сыграть с Фелисьером. И нам не зря показывают капитана Кьево, который недоволен решением партнера пробить по воротам. Ранокье. Очередная ошибка итальянца. Нагатомо. Ранокье. На правый фланг перевод. Майкон. Снова Майкон. Камбьяссо. Станкович. И все на этом заканчивается на передаче. Это Пелисье. Против него Лусио. Сержио мяч сохранил. Даже обыграл. Почти обыграл Лусио. Но тут своей длиннющей ногой сумел выбить мяч на угловой удар. 0-0 Интер Кьево. 32-й тур итальянской серии А. Интер дома принимает соперника из Вероны. Ну, наверное, можем говорить, что матч более-менее равный. Вот такая любопытная статистика. Лишь первый угловой в игре. Подают его футболисты Кьево. Подача. Удар головой не случился. Мяч возвращается в штрафную. И второй корнер. Второй корнер подряд в матче. Здесь Лусио, конечно, ситуацию не прочитал. Можно было мяч оставлять голкиперу. Розыгрыш мяча. Прострел. Интересный момент. Удар Пелисьера. Мяч попадает в защитника. Ну и Майкон бьет вперед. И как хитро играет Нагатомо. Правда, камерунец то не поверил в то, что мяч так отскочит от японца. Сардо. Какой момент, а? Это, конечно же, был не удар. Это была подача, но в любом случае пришлось Сезару вступить в игру. Мяч-то в сторону ворот летел, в девятку. И снова атака Кьево. Снова Кьево атакует. Правда, немного неуклюже играет Москарделли. Лусио занимается любимым делом. Идет вперед по центру. Это... А вот Камбьяссо зазевался, и мяч у него отобрали в лучших традициях. Требуется медицинская помощь Лусио. По крайней мере, арбитр сейчас просит врачей прибежать в эпицентр событий. Но это чем-то недоволен камерунец. Наверное, своей игрой, потому что это сегодня не столь активен. Точнее, он старается, но вот с полезным КПД есть проблема. Хотя, если брать непосредственно этот момент, то здесь, наверное, вина Камбьяссо существует. Нагатомо. Это... И снова хорошая передача во вратарскую, но Пацини побежал не в ту зону, куда следовал мяч после передачи АТО.
аут из-за боковой в пользу Интера. Майкон. Харджа. Но наконец-таки передача у Харджа прошла. Правда, уже сам бразилец не сумел подать штрафную площадь. Очередной брак, на этот раз при исполнении аута. Лусио. Вернулся он в игру. Надо что-то Леонардо менять по ходу игры, потому что очевидно, что с такой игрой Интеру будет сложно выиграть встречу. И даже не столько выиграть встречу, сколько убедить болельщиков в том, что все в команде в порядке, что команда на правильном пути. Ведь что еще важно сегодня? Очень важно Интеру показать содержательный футбол, показать классный футбол для болельщиков в том числе. Нагатомо. Цепко сыграл японец. Станкович. Этоо. Пытался хитрый мяч Станкович перебросить через соперника. Не случилось. А это уже Москарделли. Но здесь великолепно играет Ранокья. Андреа Ранокья не повелся на ложный замах. Остался на ногах. И мяч довольно технично перехватил. Этоо. Этоо по-прежнему с мячом камерунец. Этоо в штрафной площади бьет по воротам. В дальний угол мяч летит мимо ворот. Сложно было Этоо точно пробить, потому что перед ним возникло сразу два центральных защитника Киеву. Ну и к тому же идти дальше в обыгрыш тоже не имело смысла. Очередной фол. Очередное нарушение правил. Москарделли сфалил. Лусио. Передача на Майкона. Майкон догонит мяч. Подаст в штрафную, но Пацини... Полети мяч чуть выше, тогда у Пацини было бы больше шансов, потому что Джампаоло замечательно играет головой. Не раз он уже доказывал в играх за миланский Интер. Нагатомо. Перевод на правый фланг. Это аплодируют друг друга Нагатомо и Этоо. Правда, команде от этого не легче, потому что Интер в очередной раз теряет мяч. Йокич. Лусио. Фернандес. Набирает скорость Сардо по правому флангу. Стремится он вперед. Перед ним есть свободное пространство. Москарделли. На левый фланг. Констант. Но вот здесь, мне кажется, до конца не принял для себя решение, что делать Констант. Можно было, в принципе, и пробить. Можно было и подать. Но вот Констант что-то среднее выбрал. И в конце концов мяч покинул пределы поля от футболиста Интера. Угловой. Третий угловой подает Киеву. Нагатомо чуть ли не самый низкорослый футболист в составе двух команд вообще на поле. А тем не менее, как он выпрыгнул. А это уже удар по воротам футболиста Киеву. Пелисьер также неплохо сыграл на втором этаже. Или там все же было касание мяча футболистом Интер. Да, угловой удар. Угловой удар. Пошла последняя пятиминутка первого тайма. 0-0 Интер Киеву. Киеву завершает тайм в атаках. Подача. Удар пяткой Пелисьера. И, конечно, летит мяч в створ. Наверное, бы Жулио Сезар спас бы команду. Но Пелисьер сыграл очень технично, очень неординарно в этом эпизоде.
Констант. Еще один фол. Лусио. Это Камбьясо. Нагатома активен, уже разбегался он к концу тайма. Сейчас чаще атакует. И хорошая подача в штрафную. Джанпаоло Пацини. Уже чуть-чуть не хватило форварду Интера для того, чтобы, по крайней мере, сбросить мяч на Камбьясо. Станкович. Хорошо развернулся Станкович. Играет на Дзанетти. Можно ускоряться Майкону справа. Йокич перед ним. Майкон. Пас хороший. Дзанетти. Прострел. Угловой удар. Угловой удар. Аплодирует, естественно, Сан-Сиро Хавьеру Дзанетти. Если не Дзанетти, то кому еще можно аплодировать болельщикам Интера? Конечно же, Дзанетти — это главный кумир поклонников Нерадзури. Человек, который верой и правдой служит уже фактически второй десяток лет цветам Интера. Угловой. Угловой удар. Пацини, против него Манделли. Подает Майкон. Лусио и Ранокья до мяча не дотягиваются. Ранокья. Можно пробить. Андре. Пацини. Далее Майкон. Нет офсайда. Еще раз Пацини. Удар по воротам. Майкон. Добивание. И мяч не залетает в ворота. Пролетает рядом со штангой. Немножко, мне кажется, передержали мяч футболисты Интер. Точнее, как-то слишком долго мяч контролировали и ничего толком не создали. Просто прямые удары, когда перед тобой три защитника, они вряд ли дойдут до цели. Можно было как-то поинтереснее в пас сыграть. Нам показали Уэсли Снайдера. Он на скамейке запасных. Голландец, который может на поле сегодня выйти. Он, напомню, получил микроповреждение после игры с Шальке. Но видно, что Харджа с его функциями не справляется. Майкон. Еще одна подача. Харджа. Майкон. Будет его поставлена цель у Интера обязательно забить в первом тайме. Очень команда стремится вперед. Вот сейчас, в эти последние минуты. Это Харджа. И на этом все. Харджа в очередной раз мяч потерял. И, наверное, уже нет, угловой. Казалось, что именно вот Харджи мяч покидает поле. Однако арбитр принял другое решение. И, наверное, был прав. Хотя мне на повторе показалось, что именно от интериста мяч покинул поле. Лусио. Но это вряд ли можно назвать ударом по воротам. Ну что ж, Интер Киево. Ничья 0-0 после 45 минут. Интересно, сколько арбитр добавит. Вряд ли больше 1 минуты. Нет, 2 минуты добавляет судья сегодняшней игры. Ну и такой достаточно мрачный взгляд у Леонардо. Сложная для него неделя, не только с точки зрения игры его команды, но мы помним, конечно, матч против Милана, когда как только не оскорбляли Леонардо, и баннер этот
известный уже на всю Европу. Иуда интериста и много разнообразных кричалок неприятных для Леонардо. Это, конечно, все очень, мне кажется, сильно бьет по самолюбию любого человека. Тем более человек, который сам понимает всю неординарную ситуацию. Поэтому для Леонардо эта неделя, наверное, одна из самых сложных в его карьере тренера. Дзанетти двоих оставил в дураках. Сам делает пас на Майкона. Майкон на Этоо. Еще одна подача. Здесь уверенно играют центральные защитники Кьево. И уже Москарделли. Передача вперед. Пелисьер против Раноки. Серджио первый на мяче. В штрафную. А вот удар у Москарделли не получился. Однако атака Кьево продолжается. Констант. Фернандес, прошу прощения. Сардо. И все. На этом все. Арбитр матча дает свисток на перерыв. Недоволен Массимо Моратти. Конечно же, с трудом он улыбается своим друзьям, знакомым в ложе VIP. Понятно, что Интер показывает не самый содержательный футбол в матче против Кьева. Но для того, чтобы повысить настроение своему боссу, у футболистов Интера есть второй тайм. Пока же Интер и Кьево, футболисты Интера и Кьево отдыхают. Передохнем и мы, после чего продолжим смотреть игру на Сан-Сиро. Просто очевидно. Вот и появляются сами футболисты, игравшие в первом тайме на поле. После первого тайма, повторюсь, ничья 0-0 на Сан-Сиро. Самуэль Этоо, как ни старался, забить ворота соперника так и не сумел. Составы команд. Ну и да, и Уэсли Снайдер на поле появится, это уже очевидно. Он готов к игре. Он меняет Дэйна Станковича, что любопытно. Мне казалось, что выйдет Снайдер вместо Харджа, однако принял другое решение бразилец Леонардо. Составы команд. Начнем с Интера. В воротах Жулио Сезар первый номер. Далее оборона слева играет Нагатома номер 55. Вот он на ваших экранах. Справа Майкон номер 13. Два центральных защитника Лусио 6 и 15 Андреа Раноки. Опорный хавбек Эстебан Камбьясо. Рядом с ним располагались и располагаются Хавьер Дзанетти, 4-й, Камбьясо 19. И также третий футболист в этом треугольнике хавбека в центре поля Дэйн Станкович, 5-й номер, но его заменил Уэсли Снайдер. Поэтому очевидно, что Харджа под номером 14 отходит как раз в этот самый треугольник, а Снайдер отправляется на позицию под нападающими. И два форварда у Интера сегодня. Номер 9 Самуэль Этоо и Джанпаоло Паццини, номер 7. Главный тренер Леонардо. Вот такие дела с составом Интера. Одна вполне прогнозируемая замена случилась у Нерадзури. Состав команды Кьева: в воротах Соррентино номер 28. Далее оборона справа налево 20-й Сардо, у которого желтая карточка по итогам первого тайма. 3-й Андреолли, 5-й Манделли и 13-й Йокич. Опорный хавбек номер 16-й Ригони, номер 6-й Фернандес действует справа, Констант 23-й слева, под нападающими Больячино номер 26 и два форварда Пелисьер 31-й и 80-й Москарделли. Вот такие дела составом Кьево. Арбитр сегодняшнего матча Джанно Каро, тренеры у Интера Леонардо, у Кьево Стефано Пьоли. Интер начинает второй тайм активно, с владения мячом. Харджа, очередная его ошибка с передачей. Уже, наверное, не первая в этом матче. Очень часто ошибался Харджа в первые 45 минут. Уэсли Снайдер с мячом. От него многое зависит. Интер — команда, которая рассчитывает на своих лидеров. Сегодня у Этоо игра пока не идет, и поэтому Снайдер — человек, который может ситуацию исправить. Майкон, Лусио. Передача налево. Харджа. Нагатома.
Будет ли подача? Да, подача случилась, но Соррентино на месте. Ведь грамотно сыграл Соррентино. Четко выбрал позицию. Кьеву, естественно, ничья полностью устраивает, хотя и об атаке Кьеву не забывает. Серджио Пелисьер обыгрывает соперника, смещается в центр, пас направо Москарделли. Конечно, он тяжеловат, ему такой мяч достать сложно. Он достает и обыгрывает даже Нагатома. Правда, юркий японец оказался на мяче первым. Это Майкон. Далее передача назад. Лусио. Будто бы нет других вариантов футболистов Интера. Все поперек. Как только идут передачи вперед, они обычно натыкаются на соперника. Или они бывают неточны. Вот сейчас еще один момент. Нагатома простреливает штрафную и угловой удар. Мне кажется, Москарделли сам виноват. Незачем было так быстро останавливаться. Можно было продолжать движение к мячу. Итак, угловой. Уэсли Снайдер у мяча. Розыгрыш углового. Снова Снайдер. Это удар по воротам. Неудачно. Да, если Интер так и будет играть дальше, то я не исключаю, что придется задуматься Моратти вот об этом молодом человеке, о Леонардо, потому что, по всей видимости, Леонардо может не продолжить карьеру в Милане. Напомню, что у Леонардо контракт на 1,5 года, он его подписал в декабре, то есть истекает контракт Леонардо в июне 2012 года, то есть, в принципе, еще один полноценный сезон есть у бразильцы. Любопытно, что вот сразу после окончания матча с Шальке на прошлой неделе Леонардо и Моратти пообщались друг с другом фактически 2 часа. До часу ночи по итальянскому времени они разговаривали, обсуждали дела в команде. И по итогам этой встречи как раз-таки сказал Массимо Моратти, что у Леонардо есть кредит доверия, и он может спокойно работать. Хотя в Италии ходят разнообразные слухи о будущем тренере миланского Интера, будто бы Моратти уже продумывает грядущие варианты. И сейчас в голове у Моратти 3 кандидата. Это Констант сейчас на газоне. Я думаю, что он сам без помощи врачей поднимется на поле. Поднимется и продолжит матч. Это вот 3 кандидата у Моратти. 3 его фактически не то чтобы мечты, но таких 3 серьезных желания. Первый вариант — это Пеп Гвардиола. Как бы это ни звучало парадоксально, потому что Гвардиола недавно был в Италии. Навещал он команду Бреши. Мы знаем, что Гвардиола завершал карьеру в Бреши. Это был один из последних его клубов. И у нас остались довольно теплые воспоминания о Бреши. Он посетил базу команды, пообщался с руководством. В общем, все Гвардиолы в порядке. И также, наверное, многие помнят интервью Гвардиолы, которое он дал итальянским СМИ, каналу Rai, и заявил, что он не собирается проводить всю свою карьеру в Барселоне. Сейчас давайте посмотрим эту атаку. Йокич подает. Опасный момент. И мяч пролетает над воротами после удара Серджио Пелисьера. Ну, так вот, Гвардиола тогда заявил, что не собирается всю карьеру проводить в одном клубе. И что, мол, он сам, даже если Барса будет выигрывать, он сам рано или поздно команду покинет. Ну и также в Италии пишут, что некая встреча Моратти и Гвардиолы была. Правда, это был такой дружеский ужин, не более того. И на том ужине не обсуждали рабочие моменты. Просто итальянские СМИ говорят о том, что у Моратти с Гвардиолой достаточно неплохие, теплые отношения. Снова Констант на газоне. На этот раз досталось ему от Джанпаоло Пацини. Это более болезненный эпизод, потому что в предыдущем моменте мячом досталось Константу. Здесь уже ногой. Причем шипами. Поэтому, естественно, Константу сейчас очень-очень больно.
Так что вариант с Гвардиолой существует. Также есть вариант у Маратти и с главным тренером Порту Андреа Виллашем-Боашем. Ну, Виллаш-Боаш работал в Интере. Мы помним, что он был помощником Мауриньо. Как раз таки проработал он в Милане 2 года, поэтому Маратти с ним, наверное, еще лучше знаком, нежели с Гвардиолой. Ну, тут тоже возникает риск, потому что Виллаш-Боаш молодой специалист, ему всего лишь 33 года, и способен ли он сейчас руководить командой уровня Интер, это большой вопрос. К тому же, я думаю, что сам Виллаш-Боаш, наверное, понимает, что еще год-другой ему надо отработать в Порту. Ну и третья мечта, фактически голубая мечта Массимо Маратти, вернуть в Интер Жозе Мауриньо. Сейчас опасная атака. Пелисьер в положении вне игры. Вернуть в Интер Жозе Мауриньо, это, наверное, будет сделать непросто, потому что Мауриньо работает в Реале и вроде как пока не собирается команду покидать. Другое дело, что впереди у Мауриньо 4 классико. Если в этих 4 классико Мауриньо проиграет, например, все эти матчи подряд, тогда, возможно, возникнут вопросы о будущем Мауриньо в Мадриде. Но мы знаем, что болельщики Интера, руководство Интера очень любят Мауриньо. Да и сам Жозе признавался, что Интер для него это фактически родной клуб. Поэтому я бы не стал исключать варианта, при котором Мауриньо все же вернуться в Интер может. Правда, не в 2011 году, а, например, в 2012 году, как, впрочем, и Пеп Гвардиола. Поэтому и возникает вопрос, что сейчас Леонардо нужен Маратти не как человек, на которого он делает ставку. Она как некий временный специалист еще на сезон, потому что переговоры сейчас опасный удар. Ну, довольно опасный удар. Жюлио Сезар на месте. То вот переговоры с Гвардиолой, и с Виллашем-Боашем, и с Мауриньо будут непростыми. Возможно, все эти тренеры, если на ком-то остановятся Маратти, захотят еще год поработать вне Интер, уже потом так полноценно придя в стан Нерадзури. Так что в Италии пишут, что Леонардо может остаться в Интере не только потому, что ему доверят на год команду Маратти, но еще и потому, что нужно будет просто переждать, как говорится. Но в любом случае Леонардо заявил на неделе, что ни в коем случае не останется в Интере на посту менеджера, что если он и будет работать в Интере, то только как главный тренер. Вариант спортивным директором или техническим директором он для себя в Интере исключает. Так что тоже достаточно любопытная фраза от Леонардо. Замена у Кьево. Москарделли, который набегался в первом тайме, поле покидает, и вместо него выходит француз Терро под номером 77. Москарделли старался, но форварду уровня Москарделли, конечно, старания не отнять, но вот умение, здесь некоторые вопросы возникают. Но Терро нападающий, он тоже человек, умеющий играть впереди, поэтому кардинально схема Кьева не меняется. Это хороший перевод на правый фланг. Майкон, можно подавать. Подача в центр штрафной площади. Здесь уверенно играют защитник Андреоли. Раноке. Снейдер. Камбьясо. Лусио. Майкону не получилось сыграть в стенку с партнером. Йокич. И мяч снова достается Интер. Снейдер сыграл рукой, однако матч можно продолжать. Камбьясо. Харджа. Слева подключается Нагатомо. Японец с мячом. Нет.
Снова Харджа. Это... Харджа. Пас в центр будет? Нет, Харджа сам тащит мяч по флангу. Вот сейчас Снейдер. Можно пробить. Нет, хороший пас на готовом в штрафной площади. Прострел. Опасный момент. И с горем пополам футболисты Киева отбиваются. Вот, наверное, самый яркий эпизод во втором тайме. Великолепная передача Снейдера в штрафную площадь. И здесь Мандели сыграл грамотно. Это еще одна атака Интера. Ни у Пацини, ни у Раноки удар не получается. И посмотрим, как контратакует Киево. Пелесье на левом фланге. Ну, а здесь Бульячино немножко завозился и мяч потерял. Снова Снейдер. Набирает голландец скорость. Правда, тут же мяч упускает. Харджа, Дзанетти. На правом фланге Майкон. Дзанетти сам тащит мяч вперед и теряет его. Снова Дзанетти в штрафной площади. Прострел. Майкон надо бить. Нет, до Майкона мяч так и не дошел. Очень много сумбура, очень много паники и у тех, и у других. Терро. Фернандес. Снова Терро. И нарушение правил. Нарушение правил. Бульячино заработал стандарт. Констант. На дальнюю штангу. Мяч в игре. Опасный момент. Жюлио Сезар кулаками мяч убивает. И что же здесь? Чем же недоволен Манделли? Конфликт с Луси у него возник. Нам бы сейчас повтор посмотреть, разобраться, чем вызвано такое негодование. Да вроде обычный игровой эпизод. Не очень понятно. Угловой. Подача. И здесь Раноки. Мяч убивает. Еще один удар. Лусио на этот раз отважно играет. Час игры позади. 0-0 Интер Киева. Замена у Интера. Джампаоло Пацини поле покидает. И Диего Альберто Милито вместо него. Недоволен своей игрой Пацини. Да, он имел в первом тайме шикарный момент. Вышел 1 на 1, но забить не сумел. Ну и Милито. Милито, который фактически весь сезон мучился с травмами. Сейчас он уже здоров и даже забил в матче Лиги Чемпионов, чем вызвал неописуемый восторг у Массимо Моратти. Правда, гол не позволил Интеру добиться хотя бы какого-нибудь приемлемого результата в матче против Шальке. Нагатома из-за боковой. Хорошая перепасовка. Пас на Константа. И какой момент упускает футболист Киева. Великолепно разыграна трехходовка. И все правильно сделал Бульячино, делая передачу поперек. Но вот у Константа просто не получился удар. Он просто промахнулся мимо мяча.
А шанс-то был великолепный. Милито. Первое касание. Харджа. Нагатома. Подача неудачная. Андреоли против Нагатома. Снова Харджа. Уэсли Снейдер. Милито. Падает аргентинец, но это свисток, означающий положение вне игры, а не пенальти. Хотя спорное решение. Еще раз смотрим комбинацию и промах Константа. Но просто не попал по мячу. Так момент был, конечно, великолепный. Фернандеш. Еще одна длинная передача. На этот раз положение вне игры уже у форварда Киева. Перехватывает Камбьясо мяч. Милито. Снейдер. Это пас направо. Майкон. Хороший момент, но Харджа удар не получается. Снова чисто играет Люсио в центре поля. Майкон. Снейдер. Перед ним 6 футболистов Киева. Снейдер играет направо на Майкона. Майкон подает. Милито. Удар у Милито не получается. Получается у него лишь оказаться на газоне. Грубо против него сыграли. Ну а атака Интера продолжается. Нагатома. Обошел одного, второго. И заработал штрафной. Заработал штрафной удар Нагатома. Массио Моратти. Больше стало вокруг него людей. По-прежнему Моратти недоволен. Так, довольно опасный стандарт. Снейдер. Продолжается атака Интера. Лусио. Майкон. Штрафную. Камбьясо. Удар и гол! Эстебан Камбьясо. Эстебан Камбьясо с трудом после серии рикошета все же забивает мяч в ворота Киева. 1-0. Интер выходит вперед. 1-0. Интер выходит вперед. Эстебан Камбьясо в самый важный для команды момент сумел взять игру на себя и пробить поворотом. Пусть ему помог рикошет, но тем не менее тот факт, что Камбьясо оказался в нужном месте в нужное время, его весьма-весьма характеризует. Великолепный удар Камбьясо, причем с правой ноги. Мы знаем, что Камбьясо ярко выраженный левша, но здесь Камбьясо сыграл очень грамотно, и даже, наверное, не случись рикошета, мяч мог залететь в ворота. 1-0. Интер выходит вперед. Эстебан Камбьясо приходит на помощь Леонардо. Напомню, что в первых играх Леонардо в качестве тренера Интера, когда были встречи против Наполи и Катани, Леонардо в тех двух играх забил чуть ли не 3 мяча и фактически подарил победный старт своему тренеру. Ну что ж, 1-0. Интер впереди. Наверное, сейчас полегче будет дышать Нерадзури. Сардо. Просто подарил мяч сейчас Интер.
момент здесь был неплохой у Сардо. Можно было атаку продолжать, а он решил пробить и ошибся. Ранокья. Длинный пас вперед, не точный. Еще раз смотрим гол. Да, возможно, я погорячился, не будет рикошета, по-моему, Соррентино мяч бы в руки забирал, но что было, то было. Интер впереди 1-0. Кто еще в запасе у Интера? 2 замены уже сделал. Леонардо. Также в запасе Тиаго Мотта и Горан Пандов. И связка, сладкая парочка Марко Матерацци и Иван Кордоба. Пара защитников. Во время празднования, по-моему, гола также замена случилась у Кьево. Вышел Маркалини, он заменил Константа. Ну, Константу во втором тайме чаще остальных оказывался на газоне, получал по ногам, поэтому, может быть, поэтому его и заменил Стефано Пьоли. А вот Майкон из-за боковой. Отыгрался с Милито. Дзанетти. Кстати, Хавьер Дзанетти выступил в поддержку Леонардо после игры с Шальке, заявив о том, что нынешняя игра Интера, ну, если не брать 2 последние встречи с Миланом и Шальке, до этого Интер весьма неплохо играл. И помним мы победу над Баварией на выезде, которая была такой знаковой для Леонардо, и победу в чемпионате Италии. И напомню, что Интер сумел разрыв от Милана сократить до 2 очков. Ну, так вот, Леонардо главный герой, по мнению Дзанетти, второй части чемпионата Италии. И как раз с приходом Леонардо игра Интер изменилась в лучшую сторону. Так сказал Хавьер Дзанетти. И заявил, что футболисты, абсолютно все футболисты поддерживают тренера и хотят продолжить с ним работу. Ну вот, пока Интер выигрывает. И напомню, что в случае победы Интер зарабатывает еще 3 очка. Повторюсь, что вряд ли Интер серьезный конкурент в борьбе за Скудетто, хотя всякое бывает. Отставание от Милана 5 очков и впереди 7 туров, поэтому Интер еще может ситуацию исправить. Но, тем не менее, именно игра, вот заметьте, как раз Дзанетти первым прибежал поздравлять Леонардо, именно игра важна для болельщиков, именно результат важен для того, чтобы Леонардо продолжил тренировать Интер и в следующем году. Тиаго Мотта. Еще один кандидат на замену. Это уже Терро. Отыгрывается на фланг, но здесь Жулио Сезар не без труда. Попутно досталось еще и Ранокьи. Мяч голкипер Интера забрал. Набирается сил Майкон. Но если посмотреть по километражу, то, наверное, Майкон самый активный в составе Интера, потому что и в первом тайме он правую бровку в буквальном смысле бороздил, и во втором тайме очень активен, поэтому километраж, наверное, очень серьезный у Майкона.
Не думаю, что есть хотя бы один футболист на поле, который перебегал бы бразильца. Йокич. Милито вернулся и сыграл до конца в этом эпизоде. Терро. Йокич с мячом. Подача в штрафную площадь неудачная. Подача. Харджа. Пас на Милито. Милито в свободной зоне получает передачу. Играет на партнера. Ну а у Харджи в очередной раз брак. В очередной раз он не сумел сделать точную передачу на партнера. Еще один фол. По-моему, отняли сейчас у резервного арбитра электронное табло. Видимо, тренерский штаб Киева передумал делать замену. Но это уже атака Киева. Подача, которую, наверное, даже комментировать не стоит. Мяч просто был отправлен за пределы поля. Что же происходит у арбитров? Почему? Отняли табло у резервного арбитра. Совсем скоро мы это выясним. Ну а пока Уэсли Снайдер мяч теряет. Терро. Ошибка, и Нагатомо набирает скорость на левом фланге. Можно ему уже с мячом расстаться. Вокруг него 3 игрока. Но он, видите, развернулся, сделал передачу на Снайдера. Тот на Дзанетти. И Дзанетти уже на газоне. Замена у Интера. Самуэль Этоо, который провел для себя посредственный матч. Поле покидает, хотя ему все равно аплодируют болельщики. Этоо один из героев Интера в этом году. Этоо поле покидает, и вместо него Тиаго Мотта. Интер переходит на игру с одним форвардом. Удивительно, почему Массимо Моратти не аплодирует камерунцу. Ну, может, о чем-то задумался владелец Интера, о чем-то, наверное, хорошем. Ну, так вот, получается сейчас игра с одним форвардом у Интера. Милито на острие. Под ним, получается, будет играть Снайдер и Харджа. В центре поля треугольник Камбьясо, Дзанетти и Тиаго Мотта. Ну, любопытно. Перестраивает схему Леонардо. И еще одна замена у Киева. По 3 замены сделали тренеры. Урибе выходит на поле. Сейчас уточним, кого он заменил. Да, Лусио сам неудачно приземлился. Но вроде не столь криминальная ситуация для Лусио. Матч должен сам продолжить. Хотя видим, что ран у бразильца довольно много. Заменил Урбе Больячино.
Камбьясо. Ошибается Эстебан. Йокич на левом фланге, уже в штрафной площади. Прострел, хороший момент и стопроцентный момент сейчас упускает Серджио Пелисьер. Какая классная комбинация у Киева случилась. И забыли слева Йокича, где был Майкон. Что он делал в центре, абсолютно непонятно. И здесь был абсолютно один форвард Киева. И просто не попал в створ. Просто не попал в створ Пелисьер. Момент-то был просто шикарный. Непростая ждет концовка Интер. Я в этом не сомневаюсь. Проблемы в обороне никуда не делись на Радзуре. Они существуют. Теро. Лусио. И нарушение правил на Лусио. На этот раз он держится за заднюю поверхность бедра. Лусио очень самоотверженный футболист. Все время играет до конца, поэтому чаще остальных ему достается. Раноке. Оттолкнул Милито оппонента. И свисток арбитра. В любом случае, даже если Интер сегодня выиграет, и даже если Интер удачно завершит для себя чемпионат, тем не менее, все прекрасно понимают, что у Интера впереди серьезная перестройка кадрового состава, так как большинство футболистов Интера находится в довольно солидном возрасте для футболиста. И к тому же некоторые из них стремятся команду покинуть. Например, Майкон. Да, он играет неплохо, да, он выполняет свою работу на 5 баллов, но всем известно, что Майкон очень хочет в мадридский Реал. Сейчас отличный пас Тиаго Мотте и Диего Милито. Наверное, в прошлом году Милито такой гол забил. В прошлом году Милито, если бы получилось, он бы сумел мяч перебросить. А сейчас уже совершенно другая ситуация. Сейчас уже совершенно другая форма у Милито. Другая химия в команде, другое настроение. Поэтому Милито такой гол вряд ли способен забить. Надо было здесь играть проще. Бить щечкой в ближний угол. Тогда, возможно, Диего отличился бы. А это фол против футболиста Киева. Это Ригони оказался на газоне, а свалил Харджа, который получил желтую карточку. Кстати, всего вторая карточка в нашем матче. Первая была у Сардо. Ну так вот, Майкон хочет в Реал, это факт известный, и, скорее всего, летом он в Реал и перейдет. Ну и по остальным футболистам Интера есть вопросы, как пишут итальянские СМИ. Сейчас в Интере есть 5 футболистов, которые при любом раскладе должны остаться в команде. Это 2 молодых итальянца. Раноке, это опасный момент. Майкон, надо забивать. Снейдер бьет поворотом, Соррентино на месте. 2 молодых итальянца, Раноке и Пацини, которые, наверное, олицетворяют будущее Интера. Естественно, Хавьер Дзанетти как ветеран, как символ Интера. И также Лусио, который является просто оплотом обороны команды, и Самуэль Этоо. По всем остальным футболистам, по версии итальянских СМИ, есть вопросы, так как Уэсли Снейдер
может перебраться в Манчестер Юнайтед. Его очень хочет МЮ. И сам Снейдер, как говорят, хочет сменить обстановку. По крайней мере, без Мауриньо ему в Милане скучно. Ему только если Мауриньо вернется в Интер, тогда Снейдер еще с большим желанием будет играть за Интер. В противном случае, возможно, Снейдер понимает, что ему нужна смена обстановки, смена команды. Ну и то же самое касается остальных футболистов. Даже по Жулио Сезару есть некоторые вопросы, потому что Интеру необходимо деньги зарабатывать на трансферах. И, наверное, Майкон, Снейдер, Тиаго Мотта, Сезар — это все футболисты, которые могут принести в клубную казну деньги. Тем более у Интера есть возможность купить того же Вивиано, голкипер молодого итальянца, который... Сейчас опасный момент, удар, и мяч попадает в сетку с внешней стороны. Это Урибе выходил на ударную позицию. Ну так вот, есть Вивиано, которого Интер может забрать. Вивиано — молодой голкипер, который привлекается в сборную Италии, поэтому не такой плохой вариант для Нерадзури. Так что у Интера впереди серьезные перемены летом. Кто реально может усилить Интер? Ну, здесь вариантов, естественно, очень много. Массимо Моратти умеет удивлять мир разными приобретениями. Милито, штрафной, Майкон, удар, гол! Бразилец Майкон, правый защитник, оказался в штрафной площади и классно сыграл. И даже заставил Массимо Моратти привстать и, наверное, поаплодировать. Интер забивает второй гол. 2-0. Наверное, все вопросы сняты. И Интер уже может потихонечку праздновать победу в матче против Киева. Майкон снова атаку разогнал. Здесь Милито оказался на газоне. Ну а Майкон подкараулил мяч и легко переиграл голкипера Соррентино. 2-0. Интер выходит вперед. И после двух ужасных игр с Миланом и с Шальке более-менее настроение в стане Нерадзури должно измениться. Но, повторюсь, все разговоры о летней кадровой перестройке, я думаю, что они возможны, и все это обязательно случится. У Интера, я думаю, что в Интере появится много новых футболистов. И итальянцев, и легионеров, и в том числе бразильцев, потому что сейчас Интер очень активно следит за игроком Сантоса, Пауло Энрике Гансо. Наверное, одним из лучших футболистов чемпионата Бразилии. Ему всего лишь 21 год. И вот как раз-таки Интер и другой клуб из Италии, кузены Интера Милан, активно хотят приобрести Гансо. Это треквартиста, если брать его позицию на поле. Человек, умеющий играть под нападающими. Вот Интер сейчас активно ведет переговоры с Гансо на тему его переезда в Италию. Что любопытно, Гансо, в принципе, если выбирать Интер и Милан, отдает предпочтение именно Интеру по той причине, что там работает бразилец Леонардо, с которым очень хорошо знаком Гансо. И как раз-таки под Леонардо Гансо готов приходить в стан Нерадзури. Так что еще одна причина, по которой Моратти может оставить Леонардо на следующий сезон. Но это только в том случае, если Интер будет маломальски нормально играть и регулярно очки набирать. Завершающая часть матча, уже концовка игры. Киево атакует. Йокич. Штрафную площадь. Неудачная подача. И удар от ворот.
Снова Йокич. Андреоли. Фернандес немного рискованно пошел в обводку. Ну и Нагатома в очередной раз сыграл довольно отважно. Вообще Нагатома, вот наряду с Майконом, наверное, лучший футболист в составе Интера. Интер после этой игры набирает, я уверен, 3 очка. В итоге у Интера становится 63 балла. На 2 очка Интер отстает от Милана, но Милана впереди встреча этого тура, 32-го, против Фиорентины на выезде. Кстати, не самая простая игра. Что касается дальнейших игр Интера в чемпионате, то следующий матч у Нерадзури против Пармы. В следующую субботу далее Интер играет с Лацио. Также у Интера впереди игра с Чезеной. Это уже будет в конце апреля. Ну а что касается майских игр, у Интера будет домашняя встреча с Фиорентиной. Сложнейший выезд в предпоследнем туре в Неаполь в гости к Наполи. Это удар Милито. Неточный. Ну и завершает чемпионат Интер игрой против Катании дома. Ну, наверное, согласитесь, что календарь не самый простой. Здесь есть игры откровенно сложные, как против Наполи на выезде. Есть встреча против Фиорентины. Есть игра с Лацио, поэтому не уверен, что Интер наберет все оставшиеся очки. Наверное, самый очевидный способ выиграть трофей у Интера — это выиграть Кубок Италии, потому что Интер еще в турнире участвует. Впереди полуфинал против Ромы. И я думаю, что нынешнюю Рому Интер даже в таком состоянии может обыграть. Поэтому я не исключаю, что некоторая ставка будет делаться на Кубок Италии, потому что Кубок тоже важный трофей, тоже он необходим. И в конце концов он тоже позволит Интеру остаться с титулом на следующий год. А это опасный момент. Диего Милито бил головой. Ему передачу делал защитник Йокич, который так небрежно мяч выбивал из своей штрафной. Давайте посмотрим. Йокич не должен был так рискованно играть, но тем не менее Милито в створ не попал. Закончилось основное время матча. Сколько добавил арбитр, мы скоро узнаем. Я не думаю, что слишком много, хотя, с другой стороны, были забитые мячи. Целых 2. Было 6 замен, были паузы. В общем, разберемся. Терро в штрафную площадь. У Пелисьера удар не получается. Угловой. Что касается Кьево, то у Кьево остается 36 очков. И, по всей видимости, некая напряженность остается у веронцев в плане борьбы за выживание. 5 добавил минут арбитр. Довольно много. Может быть, у Киева будет шанс забить хотя бы гол престижа. Хотя забить еще в этом матче может и Интер. Уэсли Снейдер набирает скорость. 3-2. Атака Интера. Нагатома. Надо забивать. Удар по воротам. А удар у японца не получился. Удар не получился. Точнее, он получился точно в руки голкиперу. Пробить чуть левее или правее. Возможно, сейчас бы японец праздновал бы взятие ворот. Снейдер тем временем зарабатывает штрафную. Конечно, ключевую роль сыграл Уэсли во втором тайме. Да, пусть он не был автором гола или голевой передачи, но то, как он усилил игру Интера впереди, то, как он разнообразил игру Интера, именно с выходом Снейдера стали получаться интересные передачи в разрез. Неординарные решения стал принимать голландец, поэтому я лично связываю вот такой довольно хороший второй тайм Интера именно с игрой голландца. И сейчас штрафной удар, естественно, мяча Снейдер. Он пробить с такой дистанции может. Хороший момент
Хороший очень эпизод. Итак, арбитр отодвигает стенку на положенное расстояние. Удар Снейдера в стенку. Мяч попадает. Камбьясо. Далее Майкон. Смещается центр Майкон. Милито. Снова Майкон. В штрафной площади Майкон. Тиаго Мотта. Снейдер. Не сумел мяч обработать Милито, а передача была неплохая. Пелисьер. Зря, мне кажется, пошел в обводку Лусио. Тем не менее, передачу на партнера сделал, а вот Терро точно не пробил. Майкон. Ну и, наверное, после этой игры может немножко успокоиться Леонардо. По крайней мере, до конца чемпионата, скорее всего, он доработает. А там уже все будет зависеть от Массимо Моратти. Йокич, очередная неточная подача. Мота. Потерял мяч и запел Сан-Сиро. Естественно, настроение у болельщиков улучшилось. Правда, все равно те два поражения с общим счетом 2-8 в памяти останутся. Очередной фол. Тиаго Мотта свалил на Терро. Стандартное положение. Под занавес матча еще один штрафной видим. Наверное, можно и быстрее разыгрывать этот штрафной. Подача. Андреоли. Удар выше ворот. Ну и, наверное, на этом все. Интер выигрывает 2-0 у Кьево. Выигрывает с трудом в непростом матче. Но, тем не менее, голы Камбьясо и Майкона позволили Интеру заработать 3 очка и немного оправиться от тех двух ужасных поражений, которые случились на этой неделе. Ну что ж, поздравляем болельщиков Интера с победой. Леонардо остается в команде до конца чемпионата наверняка. Ну и, наверное, сейчас Интер должен сконцентрироваться на каждом ближайшем матче. Возможно, тогда шансы у Интера появятся на борьбу за трофей. Для вас сегодня матч на НТВ+ комментировал Нобеля Рустамян. Прощаюсь с вами. Всего хорошего. До свидания.